Мы же дети довоенные, мне уже скоро 85 лет будет. До войны жили в деревне, жизнь совсем другая была в деревне, и детство совсем другое было. Другое время, тяжелое и непростое. По сей день незабытый холод и голод послевоенной жизни. Но это было время больших начинаний. Все старались закончить семилеткой, техникум поступить, чтобы начинать рабочий, работать везде, всюду. Все старались уехать, учиться. После окончания Юмагузинской школы Кугарчинского района Муртаза Рахимов решил ехать в Уфу, поступать в нефтяной техникум. Уфа маленькая была, Черниковка, отдельно была Уфа, отдельно была. Между Черниковкой и Уфой трамвай ходил 5-й номер. Сел на трамвай, все боятся, как бы не обокрали, как бы чего не было. К городу он привык быстро. Без трудностей поступил в техникум, хоть и претендовало тогда на одно место 12 человек. Как поступили, сразу искали, где жить. Я в Дежневке жил раньше, Дежневка называлась там. Сейчас потом стала улица Первомайская, там внизу, где стадион «Нефтяник», как раз там 4 года. Четверть дальше я занимал квартиру, 75 рублей платили. Стипендий не хватало, но студентам было где подработать. В Дежневке тогда находилась пристань для катеров и пассажирских пароходов, где всегда нужны были рабочие. Субботам, воскресеньем искали, где на барже или на станции выгружать, зарабатывали денег. То есть трудились, работали. После техникума его приняли оператором на нефтеперерабатывающий завод. За несколько лет он стал не просто специалистом. На его счету более 30 авторских свидетельств и звание заслуженного рационализатора. Начальник установки, главный химик, главный инженер. В 1986 году Муртаза Губайдулович стал директором крупнейшего в республике нефтехимического предприятия. Но не только нефтяная промышленность стала делом его жизни. В 1990 году он был избран председателем Верховного Совета Башкирии. И это стало началом новой эпохи. В стране остро стояла проблема суверенитета национальностей, и Рахимов активно выступал за повышение статуса республики и сохранение независимости Башкортостана от Москвы, считая, что Россия будет сильна, если сильны будут ее субъекты. И в федеральном центре его поддержали. Мы говорим башкирскому народу, народам Башкирии, мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии: вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. 11 октября 1990 года Верховным Советом Республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. А в 1993-м народным голосованием Муртаза Губайдулович был избран первым президентом Республики Башкортостан. Торжественно клянусь верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан. Его жизнью стала республика. В непростое время ему пришлось встать у руля. В стране царили тяжелые постперестроечные 90-е. Закат социализма, рыночные реформы. Задача перед президентом Башкортостана стояла большая и сложная. Улучшение социальной защиты и создание условий для стабилизации экономики. За несколько лет усиленной работы показатели выросли в разы, и республика вошла в первую десятку регионов Российской Федерации. В районах строились школы, больницы, дома культуры. Развитие села Муртаза Губайдулович считал одной из главных задач. Каждую неделю он выезжал в районы, чтобы лично обсуждать и решать возникающие проблемы. Я же по району ездил. По субботу, если по району поеду, так весь практически пол района объезжал. У меня было, кому звонил, кого нет. Если куда-то ездил, то все главы выходили, проблемы смотрели. Он был строг, когда видел недочеты и безответственность. Его целью было развитие. Развитие науки, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности и производства. Привлечение инвестиций и создание инновационных проектов. Решения требовали сотни задач. Ежедневно. И его двери всегда были открыты. И если возникали вопросы, он всегда помогал найти ответ. А у меня, например, суббота, воскресенье, двери открыты. Пожалуйста, приходите по любому вопросу. И указания давал секретарям веры. Если звонит, сразу пусть приходит.
Создание Юмагузинского водохранилища, новые программы государственной социальной поддержки населения, строительство крупнейших производственных комплексов, обеспечивающих строительными материалами, автобусами, авиамоторами не только республику и страну. Продукция, произведенная в Башкортостане, стала востребована и за рубежом. На вопрос, как все удавалось, у Муртазы Губайдуловича короткий ответ. Жизнь такая штука. У хозяина всегда работы много. 20 лет у власти, но даже на заслуженном отдыхе первый президент республики продолжает работать. Внимательно следит за повесткой дня и возлагает большие надежды на новое руководство. Хабиров знает, он неплохой администратор был, у нас работал. Он организатор прекрасный. Он уже 2 года школу прошел в Красногорской. Он порядок наведет. Ему надо помогать и поддерживать его. Переживает Муртаза Губайдулович и за свой город. Уфа стала его малой родиной. Родиной его семьи и самых больших начинаний. Это родной город, где я работал, рос. Поэтому какие-то недостатки есть, я тоже переживаю. Уфой надо заниматься. Уфа должен быть привлекательной. Транспортной системой надо заниматься. У нас маленькие автобусы стоят, вот в Уфе, днем я по Первомайской иду, да, целые километры стоят же. Пешком же никто не ходит. Городской транспорт надо развивать. Как и все республики, он был предан Уфе. Под его контролем был и урожай, и строительство нового микрорайона в столице. Все мэры, которые были, и с ними каждый день почти созванивались, встречались, ездили. Я, например, в субботу, воскресенье всегда брал машину, объезжал город, где, чего. Его редко можно было встретить гуляющим по улицам Уфы, но о том, что происходит в городе, он знал всегда. Я машину брал такой незаметно и объезжал везде, всюду вокруг Уфы, где, чего, стройка, все смотрел. Все знали, что я обязательно обеду. Качкаев потом в понедельник спрашивал, ну что, как? Вот то-то, вот и все. Знал и о нуждах города, о необходимости нового жилья и о том, что при этом важно сохранить памятники архитектуры. Их сохранить надо. Это же история, это память уже. Поэтому я, когда говорят, что архитектурно, я всегда говорил, сохраните. Что нужно, денег давайте восстановим. Поэтому такую работу проводит, так я поддерживаю. Это правильно. Все разрушать нельзя. Восстановить надо. Микрорайонам нужны не только школы и поликлиники. Инфраструктура – это еще и места отдыха. Так, во время рабочей поездки Муртазы Губайдуловича по Уфе в Сипайлово появился парк. Кашкадан. Я случайно, я говорю, Качкаева, давай это не будем заливать, дом строить, там водохранилище построить надо, люди, чтобы отдыхали, а то на белый ходят. За ходом строительства Сипайлова он следил лично. Горела идеей превратить песчаный берег в район благоустроенного жилья для молодых семей с парками, скверами, школами и детскими садами. Благодаря его поддержке в Уфе были построены новые улицы, дороги, театры, больницы, реконструирован гостиный двор. В центре столицы появилась ледовая арена. Хоккей, как ты сплотил? Да, весь народ сплотил, да, раньше конечно, такого молодцы. не было, да? Сейчас ночью, утром, салава. И, конечно, жизненно важная для города самая крупная магистраль – проспект Салавата Юлаева. А в 2005 году в столице началось строительство Конгресс-холла – уникального архитектурного комплекса, ставшего визитной карточкой не только Уфы. Мавлияров пришел, говорит, ну, знаешь, давай там собака, говорит, гуляет, это гуляет. Заросло, говорит, давай что-нибудь построим. Я говорю, ну, давай. У меня, говорит, есть этот архитектор в Японии живет. Я говорю, ну, давай. Мы так быстро соорудили Конгресс-холл. И потом деревья посадили везде. С момента вбивания свай Муртаза Губайдулович контролировал строительство. Грандиозный объект, не имеющий аналогов, построенный в рекордные сроки, был под его особым вниманием. Уже в октябре 2007 года в Конгресс-холле прошло заседание Государственного совета Российской Федерации под председательством президента страны Владимира Путина. Где одним из важных принятых решений было увеличение пенсии российским пенсионерам. Считаю необходимым и поручаю правительству пересмотреть планы по темпам роста доходов пенсионеров.
Конгресс-холл стал не просто туристической достопримечательностью столицы. Здесь проходят события международного уровня. В 2015 году здесь прошли встречи глав государств ШОС и БРИКС. Мечеть Ар-Рахим – еще один непростой и долгожданный проект, который Муртаза Губайдулович надеется будет достроен в ближайшие годы. Хороший проект, дальше надо продолжать его. Основа есть уже все. Сейчас надо продолжать его финансировать и строить. Как и прежде, ему важна судьба города. Перед столичным руководством он всегда ставил масштабные задачи, которые помогал решать сам. Должен быть мэр города и президент. Это единое должно быть. И отделять от президентства, от республики город нельзя. Это единый центр. Успех любого дела он видит в единении, в добром отношении и простом человеческом общении. Общение должно быть. Раньше, наоборот, были как-то общий язык находили, разговаривали. С работы шли, во дворе все видели, знали, кто с работы пришел, кто на работу. Каждого ученика знали. Есть у первого президента республики и почетного гражданина Уфы еще один путь к успеху. Люди должны трудиться, от работы никто не умирает. Трудиться люди должны. Этому пути Муртаза Губайдулович всегда следовал сам.